Итак, время актуального интервью. В эти дни в двух городах Якутии, а именно Якутске и Нерюнгри, проходит 5-й региональный отборочный этап финала 6-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2020». Гость студии сегодня заместитель министра образования и науки региона Нюргуна Соколова. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда взялось название «Обилимпикс» и что из себя представляет сам конкурс? Это чемпионат профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В переводе с английского можно ее перевести как «Олимпиада возможностей». В этой Олимпиаде участвуют лица, как я уже отметила, лица с инвалидностью. Оно зародилось в Японии, и сейчас очень многие страны подхватили ее, в том числе Россия. Да, и даже в 2021 году Москва будет принимать международный чемпионат «Обилимпикс». Он нацелен в первую очередь на трудоустройство лиц с инвалидностью и ОВЗ, да, а также мотивацию, профориентацию подрастающего поколения. То есть получается, что в этом конкурсе, в этом чемпионате могут участвовать не только люди, которые уже имеют среднее образование, но и, к примеру, школьники. Да, это 3 категории у нас в России. Это школьники, студенты и взрослое население. Категория называется сотрудники. В Якутии «Обилимпикс» проводится с 2016 года. Какой опыт наработали и есть ли у нашего региона свои особенности в отличие от других регионов России, либо же вообще от других стран? Мы действительно проводим его уже в 5-й раз. В России это будет 6-й финал. Да, в 1-й раз это было всего лишь 5 компетенций и порядка 20 участников. Да, но как вы уже отметили, есть специфика в регионах, да, определение компетенций. Оно в первую очередь зависит от востребованности профессии и наличия вакантных мест, конечно. Расскажите, какая задача все же главнее? Повысить мотивацию людей с инвалидностью или все же содействовать в их трудоустройстве? Первоочередная задача – это содействие трудоустройству. А для того, чтобы трудоустройство, необходимо получать профессиональное образование, либо обучение. Да? А для того, чтобы, конечно, получать это образование, нужна мотивация. Так что вот эти понятия, они взаимосвязаны. Мы вот уже выше упомянули о том, что соревнования проходят и в Якутске, и в Нерюнгри, в частности, в столице региона, в Якутске. Где именно проходят соревнования? Это всего 13 площадок соревновательных. В этом году мы расширили перечень компетенций, это 19 компетенций, и на базе 13 профессиональных образовательных организаций, коррекционных школ будут проходить эти соревнования. В Нерюнгри это 2 площадки, Южно-Якутский технологический колледж, который на сегодня является базовым профессиональным образовательным учреждением, который поддерживает региональную систему инклюзивного профессионального образования. И Нерюнгринский медицинский колледж, в котором у нас тоже развита система инклюзивного образования в части медицинских компетенций. Смею отметить о том, что базовых профессиональных образовательных организаций у нас в республике 3. Есть в Жатае, где значит, обучение проходят у нас студенты по специальности массажист с ограниченными возможностями здоровья по зрению, да? А также Якутский колледж связи и энергетики, где большая востребованность и наличие рабочих мест по IT-направлению, куда могут трудоустраиваться наши лица с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, в таких чемпионатах участвуют и работодатели. Расскажите, насколько они заинтересованы в трудоустройстве участников чемпионата? Если так, мы ежегодно мониторим показатели трудоустройства наших выпускников системы среднего профобразования, высшего образования. Да? Если за эти годы у нас принимало участие 234 студента, то большая половина из них, они продолжают обучение. Либо это следующий курс обучения, либо это уровень выше, да? Закончив колледж, поступают в вузы. Но между тем 40
43 выпускника, они трудоустроены, и по этим показателям практически 100% трудоустройство выпускников получается. Да? При этом обязательное условие участия наших работодателей – это экспертное сообщество. Они приходят к нам на соревнования оценивать умения, компетенции, знания, навыки наших конкурсантов. То есть бывшие участники становятся членами жюри? Нет, я про участие работодателей. Да. При этом с прошлого года организационным комитетом было принято решение о закреплении каждой компетенции за отраслевыми министерствами. Поэтому сейчас уже второй раз наши отраслевые министерства, это и Министерство труда, и Министерство культуры, духовного развития, Министерство инноваций, да, Министерство предпринимательства, Министерство здравоохранения, они активно участвуют в проведении соревнований, а также привлечение экспертного сообщества и немаловажно тут и спонсорской помощи для проведения этих соревнований. Вы вот говорите, что ведется постоянный мониторинг, более 40 ребят уже трудоустроены. А по каким чаще всего направлениям ребята с ограниченными возможностями здоровья выбирают свою профессию? Тут, конечно же, их обучение и последующее трудоустройство очень связано с нозологиями, да, и диагнозами. Поэтому, конечно, в первую очередь возможности их здоровья для обучения дальнейшего трудоустройства. Поэтому в основном здесь ребята учатся по направлениям сервиса и услуг. Да, IT-направление, допустим, кондитерское дело, поварское дело, сестринское дело, у нас очень много обучающихся. Ну, если в целом говорить о развитии системы инклюзивного образования, то сейчас у нас в школах порядка 5000 школьников обучаются с инвалидностью ОВЗ, в колледжах обучается 259 человек, да, это в последнее время тенденция к увеличению их количества. Да. Тут также немаловажно то, что государством создаются условия доступности и инклюзивного образования. На сегодня колледжи порядка 43% уже обеспечены доступной средой, и по требованиям они уже могут создавать, разрабатывать адаптивные образовательные программы. Как в Якутии, так и по всей России проходит и другой крупный чемпионат профмастерства WorldSkills. Их можно ли как-то сравнить между собой? Ну, возможно, можно сравнить их в организационной части, да, но тут категории, ну, и даже категории схожие, да, и компетенции, но при этом стандарты WorldSkills, они немного отличаются от заданий, которые предоставляются на чемпионаты Olympics, да, но схожесть очень даже прослеживается. А вот расскажите, как проходит отбор участников, какие задания им нужно выполнить, чтобы пройти отборочный этап? Как таковой внутри образовательных учреждений особых требований для отбора участников на региональном этапе его нет. Да? Есть жесткие требования по участию регионов в национальном чемпионате. Так, это национальный чемпионат у нас проходит в ноябре месяце. Обязательно у нас должна быть развита система экспертного сообщества, создание условий, вообще наличие инклюзивного образования. Да? И получается, проводя этот региональный этап, задания в региональном этапе аналогичны и национальному финалу, да? То есть уровень сложности в таком же объеме. Да? И пройдя вот эту вот процедуру отбора здесь в регионе, те студенты, школьники и работники, которые покажут первые результаты, займут первые места, они будут представлять нашу республику в ноябре на национальном финале. Как мы уже говорили ранее, Olympics у нас проводится не первый год. Расскажите, как он с этими годами видоизменяется? Заданий, к примеру, становится больше, столько же осталось или становится меньше? Действительно, задания, они усложняются.
уровень повышается, потому что мы понимаем, что инклюзивное образование, оно не отменяет федеральных государственных образовательных стандартов и общих требований к компетенциям. Да и сами требования с каждым годом меняются. Да, поэтому, значит, уровень очень высокий заданий. Если в первые годы, по кондитерскому делу пекли пирожки с яблоками, да, то сейчас это высокое искусство. В этом плане развитие идет, и уровень наших участников очень даже высокий. Тогда давайте поговорим о мотивации. Что ждет победителей регионального этапа? Победители регионального этапа будут представлять в первую очередь Республику Саха-Якутия на 6-м национальном финале Обилимпикс. А те, которые победят в национальном финале, будут представлять уже Российскую Федерацию на международном чемпионате. Участники прошлых лет тоже могут принимать повторное участие, и как конкурс отражается на их дальнейшей судьбе? Вы наверняка общаетесь с ребятами, отслеживаете их дальнейшую карьеру, как у них складывается жизнь после чемпионата? Повторно участвовать по регламенту чемпионата нельзя. Это можно один раз только сделать на определенном уровне, да. То есть, если в этот раз он участвовал как школьник, а на следующий год поступил в вуз либо в колледж, он уже может, конечно, принимать участие как студент. Так? Обязательно, даже не обязательно только победители и призеры, а все участники регионального чемпионата, они попадают в общую базу данных, и их судьба, их траектория развития, да, и образования, и последующего трудоустройства у нас мониторится. Вы можете рассказать какую-нибудь яркую историю человека, который прошел отборочные этапы, выиграл наш региональный этап и сейчас вот устроился на реальную работу, сейчас получает реальную зарплату и делится опытом с другими ребятами? Безусловно, такие примеры есть, но я бы хотела рассказать про пример прошлогодний. Да, это Нерюнгринский район при поддержке и муниципального образования, и Центральной районной больницы, Нерюнгринскому медицинскому колледжу. В прошлом году они достигли очень хороших результатов. Из 4 призеров и победителей на национальном финале 2 представляли Нерюнгринский район. Да? Это школьница коррекционной школы, которая проходит обучение в медицинском колледже, получает рабочую профессию. Да, она мотивирована, и ее родители, они также прилагают усилия для того, чтобы в будущем она получила эту профессию и пошла работать по данному направлению. При этом в интервью девочка также говорит о том, что хотела бы учиться продолжить в колледже. Так? Другой пример, когда 3-е место заняла сотрудница Центральной районной больницы Нерюнгринского района, да, и при этом, значит, она была рекомендована в национальную сборную. Ее пригласили в Германию для того, чтобы пройти стажировку. И, возможно, пройдя вот этот вот отбор, она будет представлять нашу Российскую Федерацию в мировом чемпионате. Вот, говоря, кстати, о национальном чемпионате, какие были результаты у сборной Якутии на нем? Я уже отметила, что в прошлом году это было 4 медали. Да. В первый год это было 2 медали по кондитерскому делу и по сварочным технологиям. Да. Из года в год, значит, у нас компетенции меняются. Да, и на втором году это был электромонтаж. Да, опять же, представитель Нерюнгринского района был. Так, ну, говорить о том, что у нас нет медалей, мы не можем, но мы, значит, идем на то, чтобы качественно повышать наши результаты в чемпионатном движении. А на какое направление, на какую компетенцию делаем упор в этом году? В этом году у нас линейка компетенций расширилась в части и сотрудников, и школьников. Мы с радостью отмечаем, что в этом году всего будет 138 участников, из которых 40 школьников из 13 коррекционных школ. Это не только государственные, но и муниципальные школы. Да? Мы делаем ставку на наших школьников, а также большой блок сферы медицинского направления. В этом году мы дополнили компетенциями и по социальному уходу, и медицинскому анализу. Да, и в этом направлении мы надеемся, что у нас будут очень хорошие результаты.
И вопрос, которого мы коснулись и вскользь, и он был, в принципе, пронизан через все интервью, насколько чемпионат реально помогает решать на сегодня проблему с безработицей среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья? Чемпионат Обилимпикс и в целом инклюзивное образование – это одна из частей для того, чтобы действительно эти социальные вопросы решать. Да? Мы совместно и с Министерством труда и социального развития и Государственным комитетом занятости в этом плане в межведомственном взаимодействии работаем. Да? И если есть у работодателей в рамках квотирования мест, да, вакантные места, то мы приглашаем их на наш чемпионат, где можно воочию увидеть, как работают наши школьники, студенты, сотрудники, да, и, возможно, найти для себя сотрудников. В этом плане это открытый чемпионат, где каждый может найти для себя что-то интересное. Поэтому приходите на наши площадки в колледже техникумов, коррекционные школы. Мы рады вас видеть на соревнованиях. Но мы-то там обязательно будем надеяться, что и наши телезрители туда подоспеют. Да. Ну что ж, Нюргуна Афанасьевна, спасибо вам за интересный разговор. Напомню, что темой для обсуждения сегодня стал отборочный этап чемпионата Обилимпикс. О нем нам рассказала заместитель министра образования и науки Якутии Нюргуна Соколова. И к этой минуте пока все. Оставайтесь на нашем канале.